дорогие друзья, именно в Серебряном веке состоялось мое первое знакомство и встреча с удивительным человеком, замечательным художником Еленой Юрьевной Таймяшкина. Ее представили мне Лариса Анатольевна. Это буквально, наверное, было 3 или 4 года назад. И с тех пор я почувствовал, как будто я всю жизнь его знаю. Такой энергичный человек, такой удивительный, такой жизнерадостный, веселый, универсальный человек, который практически для него не чужая воля, чужая нация. Для него все хорошие люди, родные, близкие. Она вписывается в любые условия. Если даже на Луну пойдут, она сам будет писать картину. В Сибирь пойдут, где угодно, в космосе, она находит всегда возможность, чтобы показать, как она относится к этому миру. Ее творчество уже перешло в ранги Российской Федерации. Она теперь международный художник. Она, вот хотя сегодня это не звучало, она уже принимала участие в 5 международных художественных выставках, где принимает знаменитые мировые художники этой выставки проект «Палестина глазами российских художников». И совсем недавно она стала представителем комитета от Общества дружбы и сотрудничества международной Чувашии и Палестины в городе Казани. Мы очень рады, что в составе нашей организации имеется такого талантливого, такого прекрасного представителя Казани и российских художников. После того, как чрезвычайный полномочный посол государства Палестины в Российской Федерации увидел ее, первый раз увидел ее картины на открытие международной художественной выставки «Палестина глазами российских художников» 15 мая 2021 году в Доме дружбы народов. Посол посмотреть эту выставку, каждая картина посмотреть. И вы знаете, он был полностью очарован. В ее активе несколько наград. Лауреат 2-й Всероссийской выставки «Пленэр-2010», дипломант 1-й степени межрегиональной выставки «Акварель-2018». Для открытия выставки слово предоставляется заслуженному художнику Чувашской Республики, директору Чувашского государственного художественного музея, кандидату педагогических наук Геннадию Васильевичу Козлову. Особо хочу сказать, что выставка консервативная. Это всегда волнительно. Вдвойне волнительно, что талантливые женщины выставку открывали. Талантливые во всех отношениях. Во-первых, энергии Елены хватит на очень многих. Я всегда восхищался и поражаюсь ее напором. Вот действительно. Вот человек, вот она видит цель и не видит препятствий. Это такая внутренняя смелость, которая, наверное, присуща только Елене. Потому что она не боится совершать ошибок. Мы боимся. Мы художники по природе своей, мы очень скромные. Мы внутри себя, как дети. Мы боимся совершить ошибку. А вдруг скажут, что это не есть хорошо. Она не боится. Ну и что? Это ошибка, но это моя ошибка. Любите меня такой, какая я есть. Любите меня черную, белую меня всякий полюбит. Вот этот ее лозунг, он меня всегда очаровывает. И вот в ее работах, которые она выставляет всегда в интернете, я нахожу такие моменты, за которые я готов ей руки целовать уже сегодня. Вот есть такие находки, есть такие жемчужины. И она не боится учиться у мастеров. Вот на этом столбе с той стороны висит работа «Раевские кусты Раевского монастыря».
Обратите внимание, совершенно маленький этюд. На эту сторону выходит. Совершенно маленький этюд. На первый взгляд он совершенно незрачный, но Батота Гужаков, мастер, импрессионист, он бы, наверное, действительно признал ее как мастера, потому что такой жемчужный этюд. Вот в этом маленьком этюде так все спрессовано, так все красиво и достойно, что это действительно надо быть мастером. Ну и к тому же широта ее мироощущения. Она, наверное, участница стольких пленерных симпозиумов, что никто не может таким количеством пленеров похвастать. Во-первых, это нужно иметь силы внутренние, еще забить им, что мама Лена, она мама, а дети требуют внимания, она их оставляет и уезжает на пленер. Это, во-первых, смелость внутренняя, во-вторых, наверное, рядом человек, который поддерживает ее. Да, и надо дать ему должное. Ну а так, если резюмировать вот это свободное мое высказывание, хочу я сказать следующее. Искусством оно многогранно. Никто в искусстве ничью нишу не занимает. Это бесконечное пространство. Каждый ищет свой почерк и находит его. Так вот, однозначно говорю, Елена Коняшкина в своем творчестве узнаваема, красиво и великолепно. Я люблю поздравлять этой выставкой. Здравствуй, маэстро. Здравствуйте, братья и сестры. Я очень рад, что мы снова с вами вместе и по очень хорошему поводу. Праздник живописи. Я сейчас вспомнил, знаете что? Много лет назад вспомнил Елену Коняшкину с Резидой. Они приезжали на сессии на художественно-графический факультет еще как студентки. Она уже в то время заявила себя как отчаянно смелый человек. И есть такая поговорка: смелость врага. Вот. Это 100% относится к ней. И я бы еще одну народную поговорку применительно к ней произнес. Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть. Она не боится, берет. И знаете, это не просто слова. Вот на той стене две крайних работы, смешанная техника. Я не знаю, раньше она пробовала, жалела, не пробовала, не знаю, но на выставке это две звездочки, вот крайняя работа вообще уникальная. Это супер работа. Это мое мнение, я могу ошибаться, но замечательно это украшение выставки, хотя она по размерам большая. Вот. Что еще хочу сказать? Вот за эти десятилетия, уже где-то лет 20, вот, у тебя неизменное чувство смелости на всю жизнь не меняется, но меняется, угадайте что? Мастерство. И меняется стремительно в лучшую сторону. Если смотреть все ее выставки, то от каждой выставки новой она как бы делает шаг вперед в своем мастерстве. Это же не просто мастерство, оно с неба не падает. Это познание окружающего мира, познание себя, своих возможностей. Наконец, это дружба с художниками, с мамой природой, с окружающим миром. Вот. И нынешняя выставка, вот я пораньше специально приехал ознакомиться, чтобы говорить то, что видишь, а не то, что тебе кто-то рассказал. Там, где есть соборы, я смотрю, там очень близко Долгошов кость. Там, где портреты, там близко к Фешину. То есть она не боится брать лучшие качества и своих кумиров, и это правильно, и перерабатывать на свой лад. То есть складывается своя походка в искусстве.
Не хромая, а настоящая, смелая. Вот. Я ее с этим поздравляю. Эта выставка очередной этап в ее развитии, и она в очередной раз нас порадовала своими работами. Хорошими работами, есть отличные работы. Вот. Я как портретист больше всего придираюсь к портретам. Тут вот фигурный портрет. Для профессионального художника нарисовать похожего человека несложно. А вот сверхзадача передать внутреннее состояние, внутренний мир. Если это природа, там надо передать дыхание весны или осени, земли, воздух, глубину, пространство, влажность, температурный режим. А в портрете состояние души, жизнь человека. И все портреты смотрел и один раз, и два, и три раза. Есть находки. Вот на этом столбе с обратной стороны женский портрет, тоже портрет великолепнейший. Да, там из 4 букв, имя женское. Вот. Портрет сверхудачный. Это уже жемчужины твоей коллекции. Ты их аккумулируй, и потом у тебя будет ожерелье из одних жемчужин. Итак, от себя лично, от всех новочебоксарцев, которые присутствуют и отсутствуют, я тебя поздравляю с этой замечательной выставкой и приглашаю в наш Новочебоксарский художественный музей в 2022 году, в начале года. Но я думаю, к этому моменту у тебя будет уже новая выставка, но эти жемчужины, которые я назвал, ты с собой под мышку взял. До новых встреч! Ты очень выросла в последнее время. Я вот прошлась буквально ошеломляющая выставка. Она похожа на тебя. Она такая же динамичная, яркая, такая летучая, скажем так, ты сама. Она же только и смотрит где-нибудь, значит, в сетях. Лена то там, на пленэре, то там. Она летает, я удивляюсь, где она настолько находит энергию. Но вот вся энергия у нее в картинах. На самом деле ее уже ни с кем не спутаешь. Она имеет свое лицо, что меня очень радует. С тех пор, как ты училась на фотографии, ты очень выросла. Просто не то, что выросла, ты стала настоящим профессиональным художником. С чем тебя и поздравляю. Тебе счастья, здоровья, я была в мастерской неожиданно. Я думала, завтра у тебя открытие. Спасибо тебе большое за общение. Сегодня действительно в республике, скажем так, знаменательный день, открывается ваша выставка. Вот мне в жизни так получилось, что я вот познакомился по роду деятельности, да, с такой замечательной женщиной. Действительно, вот на нее смотришь, да, это человек-праздник, это человек-радость, человек-солнце, женщина, девушка-солнце. На нее смотришь, вот сразу появляется любовь к родине, жить охота, знаете, вот. На жизнь по-другому смотришь, вот когда у нее постоянно на лице улыбка вот эта, и она вот такую энергию дает всем, ну неиссякаемую. Поэтому, Елена Юрьевна, что я хочу пожелать? Конечно, чтобы вот эта муза, желание творить никогда не пропадала. И с каждым годом все на больше и больше у вас появлялось это желание. И с каждым годом все больше ваших поклонников, почитателей вашего таланта становилось. Ну, также желаю, вы член Союза художников России, член Союза художников Татарстана. И я вот даже ни капли не сомневаюсь, вы будете в ближайшее время член Союза художников Чувашии. Наши ряды, да. Потому что вы все-таки, да, образование получили же в городе Чебоксары, Чувашской республике, правильно? Поэтому мы не должны отпускать таких талантов, потому что, да. Да, вы участница многих наших выставок в Доме дружбы народов. Мы познакомились с вами буквально недавно. Ну, я имею в виду, стаж у нас небольшой. Я очень надеюсь на наше сотрудничество плодотворное. Надеюсь, что в Доме дружбы народов то же самое. И ваша персональная выставка будет. Откроем, да. Потому что почитателей вашего таланта очень много хватает. И самое главное, оставайтесь, Елена Юрьевна, такой, какая вы есть. Естественная, веселая, радостная. Потому что, ну, что, как в фильме девчата говорят, что
прекрасная половина мужчин падала перед вами штабелями. Всех желаю счастья, любви, удачи, здоровья, всего самого хорошего, всех благ и мирного неба над головой. Всегда, чтобы были рядом с вами родные, близкие, любимые люди, чтобы вы не знали, что такое одиночество, чтобы всегда они поддерживали вас. Ну и было взаимопонимание. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Огромное. За добрые слова. Благодарю тебя за песенность города и откровенного и тайного. Благодарю тебя, когда всем было холодно, а ты оттаяла. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за горевшую зарю, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю, за все, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю. Благодарю тебя за то, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что не забудешься. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за горевшую зарю, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю, за все, за смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю, за все, за все, за все. Благодарю тебя. Боль вернулась, говор чаек, песни прибоя, рассвет пробуди, сердце как друга, море встречает, сердце как песня летит из груди. О, мой море, предан скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом алым вместе с тобой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, мой море,
ты никогда не бывал в нашем городе светлом, над вечерней рекой не мечтал до зари, с друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит ты не видал лучший город земли. Здесь я плывет, сердце поет эти слова о тебе, Москва. Когда Москву приезжаешь, и ходить по Арбату, окунись ты Тверской, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата на ладонях больших голубых лучей. Песня плывет, сердце поет эти слова о тебе, Москва. Снова ты вспомнишь мои, если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли. Песня плывет, сердце поет эти слова о тебе, Москва. Песня плывет, сердце поет эти слова о тебе, Москва. Начальник, моторчик такой, вот она заряжает. Здесь много сказали эпитетов, человек праздник, человек солнце. Но хочется еще сказать, что она человек музыка, человек джаз. И в ее творческих работах музыка. Вот. Когда она училась на фотографии, у нее был такой конек, она график, и она скульптор. У нее очень хорошо портретист, скульптор, график. Но она раскрылась как живописец еще. И в живописи я вижу музыку. И музыка, это такая вот музыка джаз, мне кажется, это рок-н-ролл, что-то такое. Лена, она еще организатор, зажигала нас на все мероприятия. Например, вот у меня, например, была выставка персональная, а она уже через месяц говорит: так, девочки, будет у нас общая выставка. Лена, нет. Но Лена может уговорить даже Пенёкулис. Лена, 20 лет мы уже дружим, и дай Бог, чтобы еще 100 лет. Спасибо. Назначение каждой выставки – это, я думаю, вдохновлять тех же художников, тех же всех людей, давать им надежду, радость. И мне кажется, что выставка Ленина, она такая. Вот. Я когда смотрела, ходила, очень много для меня новых работ. Конечно, я очень рада за Лену. Она так далеко от нас, так всех убежала, такую планку подняла высокую. Лен, я тебе желаю эту планку держать, повышать ее с легкостью, радостью. Ну, всего тебе самого доброго, Лена, здоровья и счастья в семье, и здоровья всем твоим близким. Дорогая наша Лена, мы всегда рады тебя видеть у нас в Чебоксарах. Ты уже тут свой человек. Так что счастья, любви, вдохновения, года короткие.
Поздравляю тебя. Очень рада. Спасибо большое. Здоровья, Не просто мои вот сокурсники, мои девчонки, с которыми мы прошли, а это, вы знаете, это вот как близкие родственники, как родные по духу люди, которых я вспоминаю, у меня и греет воспоминания, и наши будущие проекты, и то, что мы проходили выставку, и наши общие педагоги, и наши друзья, вот это все общее, оно настолько в такие, бывают такие грустные минуты, когда я вспоминаю наш фотограф, наши отчаянные минуты жизни, да, как мы зажигали, и мне от этого хорошо, и мне от этого хочется жить дальше. Поэтому я очень всех люблю, и всегда помните об этом, что всегда во мне можете найти опору, а я вас тоже. Еще впереди у нас много интересных выставок. Я в это верю просто. Спасибо вам большое, вас очень люблю. Спасибо огромное, мои дорогие друзья. Я себя чувствую очень счастливым человеком сегодня, самым счастливым человеком на земле, потому что, во-первых, я сегодня показываю свое творчество, открываю свою душу здесь, на этой площадке, галереи «Серебряный век», Лариса Анатольевна, где мне так хорошо, легко и комфортно, и где состоялось мое, может быть, первое знакомство с этой галереей, с людьми, которые здесь работают. И мне так стало хорошо от того, что вот я снова здесь, снова в этих вот объятиях этого человека. И я хочу сказать, что я сегодня переполнена словами благодарности. Ну, прежде всего, хочу сказать благодарность Богу за то, что Он наградил меня таким даром, дарить людям радость. Потом я хочу благодарить своих родителей, которые мне привили эту любовь, отца своего, который ушел уже, а здесь его нету, но всегда со мной рядом, маму мою, которая поддерживала меня, мою семью, которая с пониманием относится к тому, что вот я уезжаю где-то, я иногда тяжело уезжаю, с тяжелым сердцем, иногда с легким. Всегда поддержка есть, всегда я могу позвонить, узнать, как там дети, как что. Дети, которые меня понимают, хотя они не хотят быть художниками, но они поддерживают меня тоже. И моим друзьям, моим близким друзьям, которые здесь, моим педагогам, которые взрастили во мне, и матери природе, матушке природе, и вот в самой жизни. Я хочу благодарить, любить и дарить радость. И еще я хочу пожелать вам всем здоровья, самое главное, в наши непростые времена, чтобы был мир на земле всегда, счастье, чтобы люди улыбались, солнце, и чтобы было все в мире красиво и возвышенно. Спасибо вам. За организацию персональной выставки «Мое духовное пространство». Спасибо. И благодарность Боняшкину Виктору Константиновичу за содействие в организации этой выставки. Пожалуйста, Виктору Константиновичу передайте благодарность. Дорогая Елена Юрьевна, мы вам желаем дальнейших творческих успехов, неизменного вдохновения. Всем зрителям желаем добра и счастья. До новых встреч, дорогие друзья!